Поворотные моменты в моей жизни, да. Ну, детские, то, что мы переезжали, это, я думаю, это просто формировался характер. Наверное, смерть моего папы. Она очень сильно заставила меня повзрослеть. Потому что в один прекрасный день, вот у меня мир был, у тебя есть такая огромная скала за твоей спиной, ты живешь такой беззаботной жизнью под защитой такого очень сильного, ну, властного, но очень сильного и очень заботливого, при этом доброго и справедливого. Ну, человек, который полностью за тебя брал ответственность, да, а, но при этом он как будто знал, что когда-то его не станет. Он воспитывал нас, членов нашей семьи, да, вот моих сестер и братьев, нас, но меня в частности, разговаривать всегда с людьми на равных. Это касается и тех, кто выше тебя, Мгм. и тех, кто ниже тебя во всех смыслах. Мгм. Всегда разговаривать с людьми на равных. И еще даже медведи в цирке учатся крутить велосипед и могут ездить на велосипеде. Почему ты не сможешь? То есть абсолютно невозможного ничего нет. Но при этом никогда там не оскорблять, не унижать тех, кто вот, особенно, я думаю, спортсмены меня поймут, да, суперспортсмены, особенно спортсмены такие, которые могут физически сделать очень больно другому человеку, они никогда не используют эти навыки на более слабых рядовых гражданах. Вот. И отцу я за это благодарна. Как бы, как это вот на сленге там, да, лежачего не бить. Мгм. Не унижать их и не оскорблять тех, кто слабее тебя. Вы часто можете услышать, что то, как человек относится к тому, кто по иерархии ниже себя, допустим, вы приходите в заведение, зачастую девушкам советуют, приходишь с парнем в ресторан, посмотри, как он относится к обслуживающему персоналу. Это может очень много сказать о человеке. Мгм. Я не про высокомерие, про, ну, много чего, да, там можно увидеть. Вот в таком духе я, наверное, и была воспитана. И когда погиб папа, а, я поняла, что надеяться не на кого. Все, моей опоры больше нет. И при этом не сказать, что я была любимицей папы. У меня вот эта сестренка, которая после меня, она вот папина любимая дочь. Вот, а я вот как-то росла такой в ответственности за все. Там говорить правду, не бояться. И в один момент ты понимаешь, что ты вот это вот отцовское пальто одеваешь, и ты в нем долго-долго ходишь. Слава богу, сейчас вырос мой младший брат. И когда я пришла в парламент, я вот это пальто сняла и сказала: все, я теперь ухожу служить государству, служить людям. А, И вы не поверите, много-много лет меня не было на том объекте, где я проработала 10 лет в бизнесе. И люди все равно тебя до сих пор с ним ассоциируют. А то Мгм. те, кто внутри работает, они меня не видели 9 лет. И только когда в 22 году я пришла по одномандатному округу, я пришла туда впервые, наверное, за 5, какой 5, с 2015 по 2021, за 6 лет появилась я. Долго меня не С было, да. 15 по С 21? С 15, когда 15 я года. вышла на выборы в ноябре, это осенью, вот. Я, скажем так, я думала, я немножко расслаблюсь, с избирателями, с моей работой как бы сильно не расслабишься. Вот. И, наверное, переломный момент — это все таки смерть моего папы, первое, приход в парламент — это второе, и октябрьские события — это третье. Вот если, Октябрьские события 2020 года. да, это когда мы говорим, что человека формирует не слова, а поступки. Вот, наверное, все, что накладывалось в моем воспитании, вот стержень основной, и характеризующие меня поступки — это, наверное, вот эти 3 момента, поворотных момента в моей жизни.